Первое, на что обращают внимание сотрудники МЧС, это наличие противопожарного шкафа. Рукав на месте, а с ним гидрант и огнетушитель. А в комнате с пультом управления пожарными датчиками проверяют их исправность. Администраторы торгового центра также добавляют, что у них есть и пожарный бассейн. Под землей находятся насосные станции и 2 ямы по 100 кубов. Запас воды. Для автоматической установки пожаротушения, да? Для установки автоматической пожарной службы. Сотрудники МЧС проверили и наличие пожарных датчиков в каждом помещении. В целом обошлось без каких-либо нарушений. Тут же администрация совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и налоговой службы провели рейд по выявлению теневого бизнеса. Для администрации до города, налоговой инспекции, Роспотребнадзора. Как оказалось, и документы у предпринимателей в этом торговом центре тоже в порядке. Всего за эту неделю комиссия обошла 560 торговых точек. Были представлены договора на 138 работников. Без регистрации в налоговом органе осуществляли деятельность 46 человек. По всем ним составлены материалы административные, направленные в органы, в МВД, в прокуратуру для принятия дальнейших мер. Пока администрация проверяет соседние торговые предприятия, сотрудники МЧС и гражданской обороны Назрани посещают еще одну точку — рынок Таймах. Здесь магазины распределены по павильонам, проверяющие обходят все. В одном из павильонов комиссия замечает электрооборудование, которым отапливают помещение. Продавцу разъясняют, как безопасно пользоваться электропечкой. Вот это да, как шелцу болит. Хамдат, вот и только. Да, вот вот. Ачела ёлыш халыри, да, байглох халвес хотсың. Ажил хаяк калы ёл. Ёл. Да. Ну байглох халвес, аз ханя конечно, ха эрсинг дик были хат боарби. Аз дик халт. Пожарная безопасность является основой для успешной деятельности предпринимателей. Чтобы избежать потери всего одно мгновение, владелец должен осознавать, без принятия соответствующих мер предосторожности его бизнес не будет в безопасности. Директор халыра чехуаш тасагназ значит хейжвест бохаш асханя газиот отопительный сочетач миякицаж отопительный прибор эсинг дик датхас духаду бахна выхожу случай эсинг бахати хани пожар хамаш тики ашил ихёк تعلوتين شو دام ده هيسا يخي إيش تسبسني تسرس دقيق داخل سيجنال ذات حما عند سويت مش تيجي سويت يوات جلي أكملات الله بس سيجنال ذات بول بش تخليز مسخان سيجنال ذات حمية تواليز داخل عند بنو قدني праздник что юка пиротехнический حما جوكش نخ مخولي يوكش وسجل сертификат вот же саг حما يوكيت нагасанное нарушение, хамаш хули, дальше уже к административной ответственности привлекать и держи, бог бибеш хултха, штраф уже езгитха. Всего в этом году в Ингушетии зафиксировано 339 пожаров, в результате которых погибло 11 человек и 9 пострадали. Если сравнивать эти цифры с предыдущим годом, то в 23-м меньше на 32 случая. Тогда погибших было 6, а пострадавших 11. В основном причиной пожаров становится утечка газа и замыкание электропроводки. Только с начала декабря зарегистрировано 7 случаев, пострадал 1 человек. Мероприятия данного характера сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия проводит ежедневно, еженедельно. Данных мероприятий мы охватываем не только торговые центры, мы охватываем также частный сектор, где доводим до населения правила пожарной безопасности. Также, пользуясь случаем, хотелось бы довести до граждан нашей республики, до предпринимателей, потому что в преддверии выходных, новогодних мероприятий при использовании пиротехнических изделий соблюдали элементарные требования пожарной безопасности. Если кто-то хочет запустить салют, пускай это делает, но с соблюдением требований пожарной безопасности, потому что у нас практика показывает то, что в новогодние мероприятия то же самое у нас учащаются случаи возникновения пожаров, травмирования, гибели людей. Предпринимателям хотелось бы сказать то, что не продавали бы продукцию не сертифицированную, не соответствующую требованиям предъявляемым.
Гражданам также, чтобы они, если будут приобретать какую-то пиротехническую продукцию, чтобы они приобретали только сертифицированную, только проверенную продукцию со сроком годности. Виной всему экономия владельцев здания на монтаж электропроводки и самостоятельная установка газовых оборудований. В основном торговые точки сдают в аренду. Хозяева не желают переплачивать за безопасность объектов, так как при пожаре в основном страдает не само здание, а то, что на прилавках. Предпринимателям напоминают обратить внимание на защитные механизмы, стабилизатор, устройство защитного отключения, барьер от скачков напряжения и пригласить специалистов газовой службы для проверки утечки газа в отопительных котлах. Сэкономив на элементарных мерах противопожарной безопасности, можно потерять многомиллионный бизнес, не говоря уже о вреде здоровью. Адам Гулоев, Султан Магушков, Новости 24.